Так как же, дорогие братья, кто-либо из нас сможет говорить, что он не подвергается искушениям и испытаниям? Этот ученый подвергся искушению и поддался. Ученики проснулись и обнаружили, что их шейх принял христианство. Они спросили его: «Что с тобой случилось?» Он ответил: «Случилось то, что случилось. Отправляйтесь на свой хадж и оставьте меня в покое». Они отправились на хадж. Затем, возвращаясь оттуда, они проходили мимо своего шейха. Они стали наставлять его, призывать к вере в Аллаха, разъясняя ему аяты Корана и хадисы. Он сказал: «Клянусь Аллахом, я забыл весь Коран, кроме одного аята, который я до сих пор помню». Они спросили: «А что это за аят?» «Он забыл весь Коран». Я обращаюсь к ищущим знания, к шейхам и ученым, к хафизам Корана. Тот, кто дал нам знания, это Аллах. Тот, кто дал нам понимание в религии, Аллах. Тот, кто дал нам возможность выучить Коран наизусть, Аллах. И если мы не будем вести себя по отношению к Аллаху подобающим образом, то Он лишит нас своих даров. Нет между Аллахом и кем-либо из людей родства и связей. Раб подвергается искушениям и испытаниям, даже если он ученый. И если он отклонится и отвернется от Аллаха, то лишается благ, даже если он был одним из приближенных рабов Аллаха. Как сказано в Коране, когда они отклонились, Аллах совратил их сердца. Иногда сердце раба уклоняется, но он ничего об этом не знает. Раб думает, что его сердце осталось таким же, как 5 лет назад или 3 года назад. Он не видит, что в действительности он ослаб. Он был в первых рядах, а оказался в последних рядах. Был из числа тех, кто много плакал из-за богобоязненности, а стал из числа тех, кто много смеется. Был из числа обладателей знаний, а стал из числа невежественных людей. Был набожным аскетом, а стал из числа следующих своим страстям. Иногда человек не ощущает состояние своей души. Когда они уклонились, Аллах совратил их сердца. В другом же аяте: когда раб отворачивается от Аллаха, Аллах отворачивается от него. Ученый сказал: «Я все забыл, даже Коран, кроме одного аята». Они спросили: «Какой аят?» И он сказал: «Слова моего Господа». Подумайте, о братья, аят, который он запомнил, этот аят обращен к его сердцу. Аллах, свят он и могуч, сделал так, что этот аят сохранился в его сердце, потому что Аллах самый милостивейший из милостивых. Аллах, свят он и велик, самый милостивый из милостивых. И клянусь Аллахом, мы видим эту милость. Иногда мы видим, как некоторая молодежь полностью отклоняется. Нечестие, грехи. Но пречист Аллах, в их сердцах остается искра света. Аят, хадис, случай, возможно, история сподвижника, эпизод из жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. О Аллах, освети наши сердца светом веры. А сейчас я шепотом хотел бы сказать молодежи: проводите время с Кораном. Поддерживайте постоянную связь с Кораном. Поистине мы видели, как некоторые люди в возрасте отвернулись от Аллаха велик он и могуч, и один аят стал причиной их возвращения к Аллаху. Неверующие непременно пожелают оказаться мусульманами. Подумайте, братья, один аят тронул его чувства после того большого испытания и искушения. А что явилось его искушением? Чем он был испытан? Женщиной. Взгляд. Один взгляд на женщину сотворил с ним такое. Несмотря на то, что он был ученым, а я и ты не ученые, и мы не знаем Коран наизусть. С нами нет аятов, которые тронули бы наши сердца, и у нас нет хадисов. И мы были бы подвержены искушениям больше, чем они. И поэтому некоторые молодые люди говорят мне: «О шейх, я полюбил такую-то девушку. Между мною и ею есть связь. Тогда оставь ее». Он говорит: «Нет, о шейх, ведь она причина моей молитвы, моего поста. Если так, то ты впал в ширк, предавание сотоварищей Аллаху, потому что ты молишься только, чтобы угодить ей, постишься только, чтобы угодить ей, поклоняешься только ради того, чтобы угодить ей. Таким образом, изначально ты был грешником, а сейчас ты впал в ширк. И если бы твоя возлюбленная отвернулась от тебя, ты бы вновь вернулся к своим грехам. Не думай, что когда ты знакомишься с какой-либо девушкой и попадаешь в искушение ею, не думай, что твоя молитва по ее причине и пост, который ты держишь по ее причине, что ты совершаешь это ради Аллаха. Ведь ты совершаешь это только, чтобы угодить своей возлюбленной, подобно тому, как иногда некоторые сыновья делают это перед своими родителями. Он молится из-за своего отца, а когда отец умирает или же отец уезжает куда-то, он оставляет молитву. Также некоторые молодые люди совершают молитву в угоду своей возлюбленной. Возможно, он даже звонит ей после каждой молитвы и говорит ей: «Я помолился». Он не говорит своему Господу: «Господь мой, это ради тебя». Однако он говорит это своей возлюбленной. Разве это не фитна? Искушение и испытание подобно тому, которому подвергся тот ученый. Иногда мы проводим сравнение, аналогию, несмотря на различия. Делаем сравнение между нами и другими, с рассказами и историями покаявшихся. Но мы забываем, что подобное испытание может произойти и с нами. И когда тот ученый прочитал этот аят, ученики потеряли всякую надежду, оставили его и двинулись в путь. Не успели они выйти из этого селения, как увидели, что этот человек бежит вслед за ними. Он догнал их, сорвал с себя крест и произнес шагаду, слова свидетельства. Вернувшись в ислам, он возвратился вместе с ними. По возвращению домой он усиленно стал изучать шариатские науки и полностью вернул себе утерянные знания. Он взялся за Коран, и Аллах вернул ему его.
Как же прекрасно покаяние, и насколько тонкие чувства кающихся. Устремись к Аллаху, и Он повернется к тебе. О те, которые уверовали, принесите покаяние Аллаху. Этот человек сделал таубу, покаяние, после того, как оступился. И в этом для нас есть назидание, что когда кто-либо из нас допускает ошибку, нельзя останавливаться, опускать руки. Кто-то из нас может споткнуться, совершить ошибку. Более того, мы можем совершить что-либо плохое, выйдя сразу после проповеди и увещевания. Однако это не означает, что когда кто-либо из нас спотыкается, он должен сидеть на том же месте, опустив руки. Нет, мы можем ошибаться, даже будучи строгими приверженцами религии. И даже если люди узнали о нашей ошибке, не следует падать духом. Некоторые люди говорят: посмотрите, такой-то призывающий убил свою дочь. Проповедник убил свою дочь. А я скажу, если он устремится к Аллаху, то он примет его. Нам не следует говорить подобное. Не следует говорить: такой-то призывающий людей убил свою дочь. Иногда люди могут совершить подобный поступок. Иногда мы слышим, что такой-то совершил то-то и то-то. Такой-то сделал то-то. Такой-то шейх оступился и совершил проступок. Но обратившись к Аллаху, каждый находит его, свят он и благословенен, прощающим, милостивым, щедрым, дарующим и принимающим покаяние. О Аллах, прими наше покаяние. Этот ученый устремился к Аллаху и нашел его самым милостивым из милостивых. Аллах вернул ему его знания Корана наизусть, и он опять стал распространять знания и обучать людей благу. А однажды к нему пришла полностью закутанная, одетая в хиджаб девушка. Опустив голову, она встала перед шейхом. Увидев это, шейх сильно заплакал. Ученики спросили: «Да помилует тебя Аллах, что заставляет тебя плакать?» Он сказал: «Разве вы не знаете, кто это? Это та самая, из-за которой я перешел в христианство. А сейчас Аллах привел ее, принявшей ислам и одетой в хиджаб. И сейчас она хочет, чтобы я взял ее в жены». В этом есть назидание, мои благородные братья. Назидание в том, что мы иногда торопимся и попадаем в грех.